Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде чем мы начнем наше видео, рекомендую вам подписаться на интересный канал о поиске кладов и золота, завораживающий и познавательный контент. Подписывайтесь на канал и скорее смотрите первые видео на канале. А мы начинаем наше видео. Нынешние правила экзамена по русскому для мигрантов сложны, архаичны и не спасают от мошенничества и коррупции. Даже если мы это сделаем, иммигрант будет получать 50 тысяч, и русский рабочий 50, нам не выгоден он, мигрант, он не умеет работать. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как мигранту учить русский не для галочки. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы быть в курсе о всех новинках на нашем канале. Русский язык является самым острым вопросом в общественной дискуссии о миграции. Русские утверждают, что мигранты плохо знают язык, не уважают их правила и культуру. Особо их раздражает нелегальность нахождения рабочих или же покупка документов. Но мигранты отрицают эти обвинения, ведь русский язык они понимают и конфликтов с местными никак не хотят. А насчет документов нельзя сказать, что это чисто вина мигрантов. Всему виной бюрократия и ряд недобросовестных работников системы, которые с одной стороны искусственно создают препятствия для иностранцев, а с другой охотно предлагают помочь обойти закон. Вы хотите просто под предлогом виз закрыть въезд в Российскую Федерацию? Да, закрыть. В экспертном обществе и у властей согласия нет. Кто-то считает, что экзамен по русскому нужно упростить, раз уж у каждого официального центра сдачи языка дежурят сомнительные личности, предлагающие за небольшую сумму купить заветный сертификат. Как вы относитесь к такой ситуации? Свои ответы пишите нам в комментарии под этим видео. Но стоит отметить и то, что знание языка непосредственно нужно самим мигрантам, но не в той форме, которую им пытаются навязать. Вадим Кожинов, президент Федерации мигрантов России, полагает, что экзамен на знание русского языка в его нынешнем виде, полноценным тестированием, предполагающим глубокое для начинающего знание языка, является архаичной и избыточной нормой. По его мнению, для выполнения простейших работ иностранцу достаточно знать основы письма и грамматики, с проверкой которых отлично справляется простой тест в миграционном центре Сахарова, где мигрант на электронном табло выбирает правильные ответы. А те, кто претендует на более серьезные вакансии, чем грузчик и разнорабочий, по умолчанию неплохо знают язык, в противном случае на работу их просто не возьмут. И в такой ситуации сертификат на знание русского языка действительно может оказаться избыточной преградой, чреватой коррупционными рисками. Любой мигрант с высшим образованием может легко сдать экзамен по русскому языку для патента. Там элементарные вопросы, как перейти с одной ветки метро на другую, назвать правильно ниже перечисленные продукты. Но надо понимать, что не все, кто приезжает на заработки, знают русский язык даже на элементарном уровне, подчеркивает 26-летняя Нисо. У самой девушки прекрасное образование, и экзамен она сдала без труда. А вот тех, кто знает русский не столь блестяще, у МФЦ Сахарова постоянно караулят сомнительные граждане, предлагающие за деньги помочь с экзаменом. И ведь действительно помогают, правда, в обход действующего законодательства. С этой точки зрения система сдачи экзамена теряет всякий смысл, констатирует Нисо. Но с другой стороны, если и вовсе убрать тот экзамен, то многие приезжие расслабиться будут ехать и вовсе не зная языка, что приведет к многим проблемам. Конечно, можно сказать, что если убрать бюрократию и коррупцию, то система действительно заработает. Но ссылаясь на опыт наших стран, это вообще утопический сценарий. Контроль, безусловно, нужен, но не стоит превращать его в преграду для тех, кто приехал работать. Коррупционные составляющие находятся на стыке этих векторов. Мигранты востребованы, это да. Могут ли они юридически защитить себя? Наверное, нет, соглашается Гребенюк. Универсального решения этой проблемы не существует. Большинство специалистов, в том числе среди посольств стран-доноров миграции, считают, что экзамен по русскому надо упростить, но ни в коем случае не отменять. Но мы любим Таджикистан. На этом у нас все. Просим вас оценить наше видео подпиской и лайк. Также у нас есть специальное предложение для тех, кто заинтересован в продвижении своего продукта. Мы предоставляем рекламу на очень выгодных условиях. Подробности будут под видео или же в шапке профиля.